Ну, сегодня открытие музея в преддверии дня рождения Романа Михайловича. Завтра ему исполнилось бы 66 лет. И я очень рада, что речь о том, что будет музей при училище Олимпийского резерва, была давно, и скажем так, мечта притворилась в жизнь. Благодаря энтузиастам, директору училища Олимпийского резерва Алексею Алексеевичу Филиппову и заведующему музеем Николаю Николаевичу Константинову. Здесь также представлены экспонаты из музея имени Ярославского. Это медали Романа Михайловича, самые основные медали, а также, насколько я знаю, копия олимпийской медали 1972 года и медаль серебряного призера Олимпийских игр в Монреале. Также собран очень большой материал, то, что было в виде печатной продукции. Книги собраны, воспоминания, фотографии все. Это очень большая, кропотливая работа. И я очень благодарна организаторам этого музея. Дело в том, что, я так думаю, просто нужна добрая воля. Кто-то может захотеть сделать, но не довести до конца. А именно здесь выбор пал на человека, который умеет доводить дело до конца, и настолько он, как исследователь работал Николай Николаевич, в частности, и человек, который умеет добиваться своей цели. Училище вообще-то создано в 1990 году, в этом году будет 25 лет, юбилейный год, поэтому мы решили, давно как-то мечта была открыть музей спортивной славы училища Олимпийского резерва. Очень отрадно, что Роман Дмитриев, который завтра будет день рождения, 7 марта, да, мы приурочили к этому. И тут не только Романа Дмитриева рассказывает историю, да, и наши выпускники училища Олимпийского резерва. И когда мы собирали материал, в основном мы акцентировали на Романа Михайловича Дмитриева, потому что у нас он является первым олимпийским чемпионом. И когда сталкивались с вопросами его экспонатов, медалей, тем не менее мы сделали это. Очень много, тут 29 медалей, олимпийский медаль, серебряный медаль, который завоевал в Мюнхене и Монреале Роман Михайлович. Есть к этому плюсовать можно наших учеников, которые тоже училище Олимпийского резерва, которые воспитанники, да, завоевали золотые медали и серебряные, бронзовые медали в Олимпийских играх. Например, Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира, отдельно у него там угол сделано. Герман Контоев, он нам показал, подарил свои медали золотые. Есть Балакшин Георгия, такие настоящие медали, которые сегодня смотрят, люди удивляются очень. Нам очень приятно, с одной стороны. Мы хотим еще расширить этот музей, потому что наши дети завоевывают много медалей, прославляют Якутию, Россию на весь мир. И мы хотим еще расширяться и еще развиваться дальше. Спасибо.